Бога. Сьогоднішнє Євангеліє Пан Ісус виконає два цуди. Ці два цуди будуть відповіддю, відказом на муку і смерть, яку Пан Ісус переживе. Заповедью Його муки і смерті. Эту святую мшу справую за Владиславу, 30 дзён по смерти, просячи для Його радості життя вічного у володарстві небесним з воскресним Паном. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем спасти эту наисвятейшую охляву. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я бедный, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вина, моя бедная великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. На землі спокою, людям доброї волі, хвалимся мне, благословляемся мне, хвалимся мне, прославляемся мне, дякуем на веки великой хвалы Твоей. Пане Боже, володарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя вечно себе, грехи и сверху, смилуйся над нами, я Тебя вечно себе, грехи и сверху, прими моление наше, я Всятичного Отца, смилуйся над нами, Господи Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым уходит, Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже наш Отче, Ти вчинив нас дітьми святла, дякуючи ласці усиновлення. Не допусти, как нас огорнула темра неправедности, але допоможи, как мы завсёды жили в святле Твоей правды. Прослава нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог раз все веки вечные. Аминь. Читание книги Мудрости Соломона. Поскольку Бог не створил смерти, и Он не тешится за злобу живого, бо Он створив все для життя. Створення світу
Майте в себе здоровье, не ноги знешания отруты, не володарство померлых на земле. Справедливость бессмертная. Бог створил человека для несмертности, чинил его образом своей вечности. Где прозаика дьявол, в свет вышла смерть. И зазнайте ты, кто має з ним взял. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня не славил. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня не славил. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня не славил. И не дозволю ворогам моим потешаться зле мне. Пане, Ты вывел затхланні душу мою, Ти уратував життя моє серед тих, хто заходить у могилу. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня не славил. Спевайте Пану, вы ягоные верные, памятайте про святость Ягоную. Бог гнев Его триває гнівні, а ласкавость Его все життя. Увечері приходить плач, а раниться й радость. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня не славил. Большой Пане, злитуйся надо мною, Пане, будь мне допомогой. Ты нарекание мое склонил на танец. Пане Боже мой, буду хвалить Тебе вечно. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня не славил. Читание другого послания святого апостола Павла к Коринфянам. Браты, покольки вы переполненные сил, верою и словом, и познанием, и всякой странностью, и любовью вашей до нас, то будьте переполненные в этой лаской. Бо ведаете вы ласку нашего Пана Иисуса Христа, что и Он, хоть был богатый, стал бедным для вас, как вы возбогатились Его на убожество. Бо не про то говорка, как вы робили полегку інших, а себе покидали в утиску. Але как была ровность, теперь ваш достаток допоможе их нестаршим, как их недостаток допомог так само вашим нестаршим. Как была ровность, як написано, кто собрал шмат, не имел лишку, и кто мало, не имел нестаршим. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Наш Спаситель Иисус Христос знищив смерть и осветлив крас Евангелие життя. Аллилуйя, аллилуйя. С вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия по Богу Марка. Слава тебе, Пане. У той час, коли Єсус із
зноў пераправіўся ў чоўні на другі бераг, сабралася да яго мноства народу, а быў ён каля мора. І вось прыйшоў адзін з кіраўнікоў сінагогі па імені Яір, і, убачыўшы яго, упаў да ног і моцна прасіў, кажучы: «Дачушка моя памірае, прыйдзі ўскладзі на яе рукі, каб яна выздаравела і жыла». І пайшоў з ім Езус. А вялікі натоўп ішоў за ім і ціснуліся да яго. А пэўная жанчына, якая хварэла на кроваток 12 гадоў і шмат выцерпела ад многіх лекараў, патраціла на іх усю маёмасць сваю, аднак нішто не дапамагло ёй, і ёй станавілася нават горш. Пачуўшы пра Езуса, яна падышла ў натоўпе ззаду і дакранулася да ягонай вопраткі, бо казала сама сабе: «Калі хаця бы дакрануся да яго вопраткі, выздаравею». І адразу ж спыніўся ў яе крывацёк, і адчула яна у целе, што выздаравела ад хваробы. Езус жа адразу адчуў, што моц выйшла з яго. Звярнуўся да народу і сказаў: «Хто дакрануўся да маёй вопраткі?» А вучні яго не сказалі яму: «Ты бачыш, што народ цісне да цябе, і пытаеш, хто дакрануўся да мяне?» Але ён аглядаўся навакол, каб убачыць тую, якая зрабіла гэта. Жанчына ж спалохалася і задрыжала, бо ведала, што сталася з ёю. Яна падышла і упала перад ім і сказала яму усю праўду. Ён жа сказаў ёй: «Дачка, вера твая ўратавала цябе. Ідзі ў супакоі і будзь здаровая ад хваробы сваёй». Калі ён яшчэ гаварыў, прыйшлі да кіраўніка сінагогі і сказалі: «Дачка твая памерла, чаго ты яшчэ турбуеш настаўніка?» Але Езус, пачуўшы сказаныя словы, кажа кіраўніку сінагогі: «Не бойся, толькі вер». І не дазволіў нікому ісці з сабою, апроч Петра, Якуба і Яна, брата Якуба. І пайшоў ён у дом кіраўніка сінагогі і убачыў мітусню, плач, вялікія галашэння. І, увайшоўшы, сказаў ім: «Чаго мітусіцеся і плачаце? Дзіця не памерла, але спіць». І смяяліся з яго. Але ён, выгнаўшы усіх, узяў з сабою бацьку і маці дзіцяці і тых, хто быў з ім, і ўвайшоў туды, дзе было дзіця. І, узяўшы дзіця за руку, сказаў ёй: «Таліта кум», што значыць: «Дзяўчынка, табе кажу, устань». І адразу устала дзяўчынка і пачала хадзіць, а было ёй 12 гадоў. І замерлі у вялікім здзіўленні. А ён сурова загадаў ім, каб ніхто пра гэта не ведаў, і сказаў, каб далі ёй есці. Гэта слова Пана. У часописы знаным тыдневым, так званым «Гость недельны», ёсць, калісьці прачытаў я такі прыклад. Прыклад чалавека, который называется Пётр. Учора мы перажывалі ўспамін святых Петра і Павла. І піша ён гісторыю свайго жыцця, дае пасведчанне свайго жыцця. У маёй жонкі выкрылі рак, вельмі паважны, у галаве. Усе гавораць, што гэта вельмі апасная, злосная хвароба, што з яе нема шансаў выйсці. У кастрычніку запісалі на аперацыю, але гэтага самага дня выпісалі, бо не хватала якіхсьці аналізаў. Шок, страх, нервы. На другі дзень пазванілі са шпіталя і сказалі, што на наступным тыдні выканаюць гэту вельмі важную аперацыю. Едзем. Аперацыя удалася. Усё нормально. Было гэта 13 кастрычніка. Апошняе аб'яўленне хаціны. Усё гэта было вельмі добра. Усё зраслося, нічога страшнага не адбывалася. Лекары патрасалі плячамі, што гэта немагчыма. З гэтага не можа быць. Што так лёгка усё знікла і не асталася ніякога шраму. Але раней, у верасні,
Гаворыць Пётр, я сустрэўся з сваім братам, папрасіў яго, каб ён памаліўся за мяне, за нас. А я чалавек неверующий, и не молился. Ну и сказал мне, что ведаешь что, через несколько месяцев буду проводить реколлекции. Можешь с жонкой поехать. Говорит, я не хотел. А жонка сказала, коли еще буду жить, то поедем. Пришел час реколлекции. Я в этот день был вельми знаменита. Не хотелось мне вставать, не хотелось мне ехать. Нават отключил будильников, не звонил. А жонка пришла, похвалилась надо мной и сказала, едем. Я почув в этих словах, что я без выхода, повинен ехать. Без дискуссии. Встал, хоть пусть и нервованный, поехал. Подчас реколлекции первого дня я хотел уже выехать оттуда 13, а не вытривал в первый день. Потом пошел до споведи, до якой не приготавливался совсем. Потом была святая имша, коммуния святая. Затем было набожество, и ксёндз переходил в наисвятейший сакрамент и благословил. Я почув в своем сердце, что я повинен вытянуть руку. И до этого момента слезы потекли из моих очей. Не ведаю, я начал плакать от дитя. Я этого не разумел. 3 дни я ховался от людей, не показывался на очи. Я не видел, что за мной творится. А на наступный день я уже перестал проклинать, уживать вульгарных слов. От этого момента я начал читать Святое Писание, начал молиться. Каждый день мое сердце имкнулось, как я зашел до костела, хоть на несколько десяток секунд, а я там повинен быть, чи после працы, чи перед працей. Это уже триває досить давно. И, конечно, были разные дни, и кепские, и больше горшие, але ведаю одно, что в моем сердце была пустота, и в этой пустоте поселился Бог. Колись я прочитал, что в сердце человека есть пустое место в образе Бога. И это от человека зависит, что он хочет туда завести Бога, чи хоче верить у щось другое. Хвала Пану, а вот Петр за то, что я выздоровел. Брати і сестри, сьогоднішній это приклад, і він подобний да сьогоднішній Євангелії. Ісус Христос приходить і оздоровляє. Грозний спосіб, хтось тобі сказав, що це не діється. Есть. Вот что недавно. Это была история с 21 года. Докладно прочитана. Этого нету. Этого десятого. Переживаем. В сьогоднішній Євангелії ми так само прочитали про женщину, яка 12 років хворела на кровотек. Право жидовское таким забороняла показываться в публичных местах. Право жидовское чому? Бо до кожного, до кого бы докронулась эта женщина, або хто бы до її докранувся, просто нечайно, робився так само нечистий. А обряд обмиття був вельми неприємним. У тих містинах, де було вельми мало води, це було вельми довго і тяжко вчитися обряд обмиття. Навіть, як пам'ятаєте, коли народився Ісус Христос, тільки на 40-й день занесли в святиню. Бо коли народився у хлопчик, то 40 дней у женщины тривав этот брак очищения. А когда народилась девчонка, то ему тривал в 2 раза больше. 80 дней брак очищения женщине нельзя было подходить даже до святыни. Для женщин было особое место, там, в шестенку, так званую, между 2 дверями, где они могли быть. Им нельзя было не читать, не разважать, не учиться права Моисеева. Это было заказано только для мужиков. Им нельзя было заходить у святыню. Им имели шмат других обрядов, после яких повинны были очищаться разные способы. И каждый, кто размовлял с женщиной, чинился так само нечистым. Пам'ятаємо, такий приклад
Ісуса Христа, який зустрічає самаранку при студні і розпочинає з її розмовляти. Гэта не сподобалося апостолам, і збульварсаваліся. Вельмі моцна занерваваліся, што як гэта? Але бояліся звернуць увагу на Ісуса Христа. Ісус Христос, каб яны і яму не мешалі, і больш не накручваліся, не тренировали, отправил в город, вот идите, скупить ежи. Всех отправил. Хотела бы одного, всех отправить. На рынок, на базар походить. Пошукайте, что вы говорите, поразмовляете, а там какие-то дурные мысли в голове есть. Итак, братья и сестры, какое есть подобенство до того, что Иисус Христос, эти два зубы западают новую смерть Иисуса Христа. Есть женщина, якая 12 годов терпіць на кровотек. Так само Иисус Христос будет крывавіць на крыжовым шляху падчас бичавання. Калі будзе висеть на крыжы, будзе проливать свою кровь. Нават по смерти, калі пробьют его Бог, вытеча вода и кровь. Это есть заповедь муки и смерти Pana Иисуса, что пролие свою кровь для нас, грешников. Другая речь это постаці гэтай дзяўчынкі, якая атрымоўвае новое жыццё, можно сказать. Жыццё на ново. Бо Пан Ісус яе воскрешае до жыцця у свете. У чым оно проявляется? Тут проявляется мессийность Иисуса Христа, что Он является мессией. Вот докладно так. Его покликали. На мессию жиды чекали. И тому Иисус Христос, коли придя, по-перше, будем памятать, коли скажет, что яна не померла, а спит, его будут смеяться. Так само, как на крыжи. Будут стыкать пальцами. В себе других лечил, ты теперь себе вылечишь. Сойти с крыши, коли ты Христос, альбо Бог, как мы поверили все. Так само и тут, как в сегодняшнем Евангелии, почули, что с Иисуса Христа высмевались. Другая речь, это Иисус Христос не при всех воскрешает эту дзяўчынку, але только бере с собой батьков и тех, кто здесь был, Петра, Якова и Яна. И в этом образе у воскрешения проявляется мессийность, что Иисус Христос является Мессией. Докладно так, Иисуса Христа был воскрешает. Мессия повинен был воскресить, дать надею на життя нове. Жиди чекали на Мессию, але чекали на Мессию політичного, який визволить Рим, і там жиди будуть панувати, будуть керувати всім світом, усіми образами свого життя і так далі. Брати і сестри, сьогоднішня Євангелія нам докладно показує, на що ми маємо звернути увагу. Як ми, може, менше звертали увагу, а може, почули ті слови, які Ісус Христос промовив у сьогоднішньому читанні для цієї дзяўчынки. Таліта кум, говорю тобі, встань. Аминь. Віру возного Бога Отця всемогутнього, славиться для неба и земли, всего вашего и вашего, и единого Бога Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого Святого, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, никакого владарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков,
веру в один и святый католический и апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. До Бога нашего Створителя, с доверием несем супольные молитвы и просьбы молимся за святый костел, как все его верники сдолели распознать миссию, якую им вызначил Бог тебе просим. Выслухай нас, Пане. Бог нашей країни, как подарили потребными ласками в апостольским служении, тебе просим. Выслухай нас, За Пане. наших добродеев, сам Бог был для их узнагорода и за все учиненное добро, тебе просим. Выслухай нас, Пане. Для детей, які відпочивають на канікулах, когда не знаходили час для зустрічі з Христом у молитві, тебе просим. Выслухай нас, За Пане. наших близких померных возобрели способ уладить за день по смерти, который Бог принял, яко володарство небесное, тебе просим. Выслухай нас, За Пане. нас, собранных на этой Евхаристии, как удел Христовых таямницах, и помогал нам, что раз больше чулами быть, да потребу інших, готовыми пробачать тем, кто нас покрывдил, тебе просим. Выслухай нас, Пане. Могутный Боже, от Тебе проходит всякое добро, умацуй нашу веру, как мы были мужными вызнавцами Твоего имени, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, как мою и нашу, я вяру, принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийняв клятву Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, Ты пресвятые сакраменты, здійсняєшся православлення. Ученикам наше служение было плодным, ахяны, якую мы Тебе складаем, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Благослови. И с Духом Твоим. Гору серцеві. Узноси предавана. Дякуєм Пану Богу нашому. Господа и справедлива. Заправды отдавена и справедлива, скучна и избавлена, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Пане святый Отче, всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, Бою злитости до грешного человечества народился с Панны Марии, праз свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а праз свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с анgelами, архангелами и душами святыми мы обещаем Твою хвалу разом зими
Небо и земля, полные хвалы Твое, благословляющий я, благословленный Твой, кто приходит у меня Бога, благословляющий я. Сапраўды Боже, Ty święty, krynica wszelakiej świętości, Tobą jedność z Jezusem Kościołem, pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus uwaskros i spasłał nam apostołów Ducha Świętego wraz Chrysta, prosimy Ciebie, usiemałujmy Boże. A święty, krewia daryna Twojego Ducha Twojego, aby stali się dla nas, ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. Ją, kiedy dobrowolnie wydał siebie nam, wziął chleb i podziału Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom. Wierzycie i jeszcze zgadzał się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich. Znów Tobie podziału składał i przypadał swoim uczniom każąc. Bierzcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zawietu, jaka jest za was i za mnogich będzie prolita dzień odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Обещает смерть свою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твое присягание. Wspominając śmierci środków powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna molę Ciebie, abyś nas, przymających ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał ładno. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всем świecie, udoskonaj go w любови razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem i усім duchowieństwem. Pamiętaj про sługu Twojego Władysławie, якого Ty z tego świętu 30 dni temu nazad poklикał do siebie. Pozwól Jemu, jaki stał po raz chrost podobnym uśmiechem Twojego Syna, tak samo udzielić Jego uwaskraszenie. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї дійшов з цього світу, і дозволь йому бачить святого обличчя Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj się nad усіми нами, как мы заслужили удел жить вечным, в едности с Najświętейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом, другими всеми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Tobie, Boża Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia Bożana i chwała, Prazu Ciebie i wieczne. Молим się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcij się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы
ім'я Господа славу, але збавився злоба. Просим Тебе, Пане, збав нас от всього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да положи нам милосердности Твоей, как прибыли за все невольны от греху, и заховали всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и прища спалцы нашего Иисуса Христа. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, и Ты живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. І з духом Твоїм. Передайте ближнему знак супокою. Ось бараnek Boży, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру явную. Аминь. Я не говорю, как ты пришел для меня, а я скажи только слова, и будет оставлено.
за радость, дякую за боль і за цей судовний день, і за цей судовний день. Боже, дякую за сонце, дякую за дощ, дякую за радость, дякую за боль і за цей судовний день, і за цей судовний день. Боже, дякую за сонце, дякую за дощ, дякую за радость, дякую за боль і за цей судовний день, і за цей судовний день. Боже, дякую за сонце, дякую за дощ, дякую за радость, дякую за боль і за цей судовний день, і за цей судовний день. Боже, дякую за сонце, дякую за дощ, дякую за радость, дякую за боль і за цей судовний день, і за цей судовний день. Боже, дякую за сонце, дякую за дощ, дякую за радость, дякую за боль і за цей судовний день, і за цей судовний день, за цей день. Молиться. Ани наш Боже, нехай живить нас святая вяра, якою ми склали і прияли. Как нас завсёды з'єднали з Тобою в любові, ми приносили плоди, які зостаються на віки. Раз Христа Пана нашого. На этом тижні у понеділок нічого нема. Во вторник 2 липня вспоминаем урочистость Святейшей Панны Марии Буцлавской, опекунки Мінсько-Могилевской архидиецезии. Эта урочистость не обов'язкова 3 у середу свята Святого Тамаша, апостола, 4 у четверг у спомин Святой Альжбеты Португальской, 5 Святого Антония Мария Презбитера и 6 у спомин Святой Марии Горецці Панны и мученицы. На этот день припадая перший вторник місяця день молитву до Святого Архангела Михайла з наваженством, до Святого Архангела Михайла і з благословенням на способ людський. Перший четверг місяця день молитву об новых святых покликаниях, а так само за службу свята, за службу литургичного алтаря. Пятница месяца день молитву до Наисвятейшего сердца Ивана Иисуса и суббота день молитву до сердца Марии. На гэтым тыдні таксама у Буцлаве адбудуцца урачыстасці, звязаныя з інтранізацыяй, czyli прысвячэннем Мінска-Могилевской архидиецезии Наисвятейшему сердцу Пана Иисуса. С 5 по 6 докладный расклад можно знайсці на дошцы объяваў. 5 в пятницу у 18:00 Святая Иша и Притания. Пилигрима у 6 у 0:00 Святая Иша святла, так званая, з процесією святла і з образом. Затым у 11 так само Святая Иша, яку узначає нунцій апостольський Антоній Йозіч, подчас якої відбудеться присвячення Мінсько-Могилевської архидиецезії Найсвятейшому серцю Пана Ісуса. На гэтым так само кожен день нашей каплицы триває адорація Пана Ісуса у Найсвятейшому сакраменті. Дякуємо за аквірування на будову спільної ритуальної молитви, за святую праву літургічну, за зберігання каплиці тим, хто дежурить, помолимося за тих, хто на таким тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за Моніку, за її батьків і хресних з нагоду хресту, з добродіїв хрестовця нашої парафії, а так само за нас і за всіх тих, хто з нашої парафії пойде у пілігримці до Буцлава. Є такі, хто руку вгору виносить раз, два, 3, 4, шматку детки. Дякую, пану, що ви всім 8 доларів. І скільки ще не бачу.
За вас так само молимося, доручаючи вас, подати в Матці Божій Твоє обороня Матеюся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молитвам нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсюды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Сьогодні апошній день набожеństwa до серця Пана Ісуса, святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змагании, будь нам обороною, супроть спокусы и властных злого духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, княжи войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас Богу душною по свете. О, Найсвятейша, Господи, веди нас на небесный храм, предложи способ насторожения, услыши нас, дай силу нам, один Тройцы. О, святый, навек хвала вселенной, навек закончится наш земный, благодатство свое прими. Аминь. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас, Отче з неба Божа, Синя Птиці світу Божа, смилуйся над нами, Духу Святий Божа, Святая Тройця, Дивний Божа, смилуйся над нами, серця Єсуса, Сина Отця страшного, смилуйся над нами, серця Єсуса, волоните ви Матір Духом Святим, створеною, смилуйся над нами, серця Єсуса, за Словом Божим і Словом нас яснаное, смилуйся над нами, сердца Иисуса, безмежной величины, смилуйся над нами, сердца Иисуса, святыня Бога, смилуйся над нами, сердца Иисуса, святого Наивысшего, смилуйся над нами, сердца Иисуса, Доме Божий и право неба, смилуйся над нами, сердца Иисуса, откликшее огнища небоси, смилуйся над нами, сердца Иисуса, справедливости и любови скарбница, смилуйся над нами, сердца Иисуса, добрыни и любови полное, смилуйся над нами, сердца Иисуса, всех снова меня Господная, смилуйся над нами, сердца Иисуса, усялякой хвалы наидостойнейшее, смилуйся над нами, сердца Иисуса, благодарить я знанием всех сердцев, смилуйся над нами, сердца Иисуса, уяви все
Небесного, змилуйся над нами. Серця Ісуса, з повноти якого ми всі отримали, змилуйся над нами. Серця Ісуса, права вічних слышіння, змилуйся над нами. Серця Ісуса, терпіве ліка милосердності, змилуйся над нами. Серця Ісуса, що для всіх, хто на тебе злякається, змилуйся над нами. Серця Ісуса, прийміться життя і святості, змилуйся над нами. Серця Ісуса, у милостивлении за грехи наши, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, наполненное снегами, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, злочинствами нашими слушанное, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, воспомянное аж до смерти, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, дивной крови Отец, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, клянется всякого сутешения, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, житою воскрешение наше, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, сухополивая крови нашей, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, живая вера за грехи наши, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, вспомни ты, кто на тебе спасается, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, надея ты, кто один помирает, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, радостью всех святых, змилуйся над нами. Параму Божий, я тебя вечность святых и силу, даруй нам память. Параму Божий, я тебя вечность святых и силу, прислухай нас память. Параму Божий, я тебя вечность святых и силу, смилуйся над нами. Єдом тихий і покорний серця. Учини сердце наше до Твоего подобный. Молиться, всемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Твоего, на хвалу и вдячность, и Он Тебе складає за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй им имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живе и владарит на веки вечные. Присвячення роду людського найсвятейшому серцю Пана Єзуса. Сьогодні кожен з нас, о Єзу наймилейший, откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоего алтара. Мы Твоя властность, и Тебе належит служить. Сьогодні кожен з нас щиро здається найсвятейшему серцю Твоему, как еще боль з'єднаться с Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погоржаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу наиласковейший, и притули всіх до святого серця Своего. Благодаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але сынам марнотравным, які Тебе покинули. Допоможи, как вятных душей, вернулись яным в отцовский дом, и не сгинули от несказших и голоду.
Будź володаром для тих, хто помилково через незгоду отлучився від Ciebie. Приведи их до пристанку правды и единства веры, как хутко настала одна овчарня, один пастырь. А далеко стёл Твой беспечною свободою, дай всем народам с упокою згоду, ученикам на всей земле от краю до краю один узносился голос. Хвала Божьему сердцу, раз якое пришло до нас спасение. Яму хвала и пошана на веки. Аминь. За наших близких померлых, за померлого Владислава, Анёл Панский святовал Панне Марии. И зачала от Духа Святого. Прекай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Божья слуга Панская. Нехай не станется по воле Твоего слова. Прекай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А слово стало се телом. И поселилась между нами. Прекай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молись за нас, Святая Богородица. Остались угодными обетованием Христовым. Молимся, о всемогутный вечный Боже, просим Тебя, улил наше сердце Твою ласку, как мы, познавши бразоверское звествование тела Христа, Твоего Сына, размухлого и крыш были доведены до хвалы у вас, прошения прас Христа, Пана нашего, хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я ласка веку, теперь и совсюду, и на веки вечные. Аминь. Добрый Иисус наш Пане, Дай им вечное спасибо. пускай отпочивают в супокое вечным. Таємницю сакрамента, Господи наші всі, просить Божого права, Божого визнавання, що нам розум не побачить, свято віри принесе, Богу вічна мудрості, Господи, Бога, и Отцу и Сыну раза, Отцу вечного життя, Духу, що і походить, да Отцу вечного свята. Аминь. Молимся. Боже, Ты в Наисвятейшем сакраменте покинул нам исповедь Своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували закрён Твоего откупления, и Ти живейший благодарен с Богом Отцом в едности Духа Святого, Бог разум всем, як и вечный. Аминь.